Вот такая картина у автозаправки фирмы «Алхан» в новом районе Сухума к часу дня. Несмотря на жару, здесь образовалась целая колонна. Чтобы заправить автомобиль, людям приходится ждать часами, а то и больше. Уже 1,5 часа. А на других заправках были? На других заправках еще хуже. Не подойдешь, и там бензин 55 рублей. Другие бензины 100 рублей. Ну куда? У нас просто, вот я на такси работаю, баланс не будет соответствовать, проезд и бензин. Нету баланса, без баланса. Вы на других заправках были? Нет, я поближе к дому, но не ожидала, честно говоря, такого количества людей. Ну, полный бак попытаюсь заправить, потому что эта неизвестность немножко пугает, а каждый день стоять в такой очереди просто сил нету. А про запас я не думаю, что наше правительство допустит коллапса в середине лета. Как вы долго в очереди стоите? Полчаса, наверное. А на других заправках были? Нет. То, наверное, на всякий случай надо заполниться побольше. Запас всегда помогает. Как нам сообщили на автозаправке «Алхан», бензина пока хватает. Здесь разливают два вида топлива – 92 и 95. Стоимость 92-го – 46 рублей, а 95-го – 52. А вот на новой АЗС «Подорожник», что находится на повороте к Бакмарану, нет 92-го и дизельного топлива. По словам управляющей станции Оксаны Рыбальченко, этих видов горючего нет уже около 2 недель. Но здесь предполагают, что запасов существующих хватит в лучшем случае на несколько дней. Когда будут поставки, пока не сообщается. И с чем связана такая позиция, тоже мы не в курсе. Ну, я думаю, что на сегодняшний день это точно хватит. На завтрашний уже не могу вам сказать точно, хватит или нет. Сегодня в нашей работе ничего не поменялось, потому что у нас всегда огромное количество машин. Но с учетом того, что просто 100 и 5, был бы еще дизель и 2, у нас было бы еще больше машин. Многие водители обеспокоены информацией о том, что в республике может образоваться дефицит бензина. Поэтому заправляются с запасом. Топливо заливают не только в бензобаки, но и в канистры и даже в пластиковые бутылки. Обычно я заправляюсь так стандартно, можно сказать. Но сейчас с запасом приходится заправляться из-за того, что неизвестно по поднятию цен. Ну, как бы пришлось дозаправиться, мало ли что будет. А в целом так, не знаю, какая будет обстановка, неизвестно. 92-й полный бак делаем, чтобы хотя бы как-то работать можно было поездить. А так очень плохо. А что будет дальше, не знаем. Я могу единственное сказать, что очень-очень трудно. Я вот проехалась, там уже везде закрыто. И обратно сюда очередь какая, сами видите, а цены просто на дрожжах растут. Каждый день. Вчера 53, а сегодня вообще и 53 нету. Как мы сами убедились, на некоторых автозаправках уже не было топлива. Вот здесь, например, автомобилистов не обслуживали. То, что повышение стоимости топлива приведет к тому, что цены автоматически поднимутся на все, является дополнительным поводом для беспокойства. Отсюда и ажиотаж. Но ведь на всю жизнь не запасешься. Может, нам всем просто нужно успокоиться и не усложнять и без того нелегкую жизнь и себе, и другим. Шазина Ханагу, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.